Добрый вечер. Мы продолжаем телемарафон, посвященный памяти первого главе правительства Крымской Народной Республики, муфтию Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автору крымско-татарского гимна Номану Челебиджихану. Именно в этот день, 103 года назад, 23 февраля, он был зверски убит красными матросами в Севастополе. Он был арестован, его пытали, закололи штыками, а тело выбросили в море. С тех пор прошло 103 года. Имя Номана Челебиджихана, оно живо до сих пор, как жива и память о нем, и те дела и поступки, которые ему удалось совершить за его короткую жизнь, за 33 года, которые он прожил. И вот для того, чтобы понять, что это за человек, какой вклад он внес в развитие крымско-татарского национального дела, мы поговорим с нашим гостем, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко. Он с нами на связи. Привет, Сергей. Добрый вечер, Роман. О политическом значении Номана Челебиджихана уже сказано много. Мы об этом, конечно, тоже будем сегодня обязательно говорить. Но вот хотелось бы в первую очередь понять, что это за человек, разобраться в его личности. То есть 33 года, по нашим меркам, так еще юн совсем. Поэт, прозаик, романтическая личность. И в то же время человек целеустремленный, готовый бороться и умереть за права своего народа. Вот вы, я знаю, переводили мемуары, написанные о Номане Челебиджихане, его биографии, его современниками. Давайте попробуем разобраться, каким человеком был Номан Челебиджихан. Ну, я на самом деле еще довольно далек от завершения этого процесса, поэтому поделюсь с вами тем, что у нас есть вот на сегодняшний день. 33 года 100 лет назад — это, конечно, совсем не то, что 33 года сегодня, надо понимать. И 33, тем более для крымско-татарской среды, тем более вот непосредственно то для есть, самого... А вот как крымско-татарская среда влияет на осознание себя в этом возрасте? Начнем все-таки с того, что, пусть это покажется странным современному зрителю, не крымскому татарину, но средний возраст для тех, кто вступал в брак в крымско-татарском обществе, конечно, был ниже, чем для окружающих христианских народов. И если уж мы говорим непосредственно о Номане Челебиджихане и его ближайших там сподвижниках, то они еще и своим собственным делом начали заниматься гораздо раньше, чем обычно это занимались их сверстники, из числа славянского окружения. Может быть, это связано не с какими-то культурными традициями, а с тем, что у самого Номана Челебиджихана были образованные родители. У его ближайшего друга и соратника, его биографа, на воспоминания которого мы во многом опираемся, у Джафера Сейдамета, были богатые родители. И может быть поэтому, может быть потому, что они родились вот в такое вот переломное время. Может быть, я не буду, конечно, утверждать, это трудно однозначно говорить об этом, но вот если бы они родились в каком-нибудь там спокойном совершенно, ничем не примечательном долгом 19 веке, может быть, совсем у них по-другому бы жизнь сложилась. И они бы гораздо позже вступили на свой профессиональный или личный путь. Но оба, и, конечно, в первую очередь Номан Челебиджихан, это дети переломного поколения. Они родились в тот момент, когда Исмаил Гаспринский запустил крымско-татарское национальное возрождение. Они выросли тогда, когда в России случилась первая революция, когда случилась об этом тоже нельзя забывать, и революция младотурецкая в Турции. И детьми, впитывая это политическое брожение вокруг себя, перестройку крымско-татарского общества с традиционных рельс на модерные, появление новой системы обучения медресе, конечно, в таком вареве, в таком котле они созрели раньше, чем если бы всего этого не происходило. Поэтому я берусь утверждать, что 33 года для Номана Челебиджихана вовсе не так мало, как может показаться, если смотреть просто на цифры. Мы можем проследить, как происходило его становление как политика? Как это все происходило? Где, как, при каких обстоятельствах? Начнем с того, что традиционный путь для образованных крымских татар, каким относился Номан Челебиджихан, это такая связь
плюс-минус север-юг Российская империя и Османская империя. Он получил образование в Крыму. Он учился как большинство детей его класса, он учился в школах при мечетях, затем в медресе в Симферополе, а потом с целью получения образования отправился в Турцию, где в Стамбуле, в лицее, который, кстати говоря, так и назывался, просто лицей, да, основанном на таком вот полуевропейском, полуосманских традициях, получил свое образование. И потом, а это происходило в самом начале 20 века, вот в 1908 году случилась Владотурецкая революция. Османский император, да, османский султан остался на престоле, но его силы уже были здорово ограничены революционным таким социалистическим правительством младотурок. И вот в этот момент начинаются брожения в Турции, как надо, значит, идти в будущее. Нужно ли сохранять приверженность старым традициям или нужно, наоборот, становиться на европейские рельсы и заимствовать все лучшее из Европы? И молодой Номан Челебиджихан как раз в это время заканчивает лицей и переходит в Стамбульский университет. И учится в Стамбульском университете как раз вот в этот период, когда все вокруг бродит и кипит. А в России в это время заканчивается... В 1907 году заканчивается первая российская революция, заканчивается поражениями, расстрелами, повешениями революционеров. И там, конечно, уже никакого такого вот движения и нет. И Номан Челебиджихан, оказавшись в таком спасительном кругу в Стамбуле, принимает вот этот вот европейский взгляд на будущее своей нации. Он понимает внезапно со всей четкостью, что жить крымским татарам так, как они жили в Российской империи все там предыдущие 120 лет, вообще никак не светит. Потому что Российская империя угнетает их, Российская империя не дает им возможности развиваться. Значит, нужно добиваться того, чтобы крымские татары были ничуть не хуже другой европейской нации. И если Измаил Гаспринский и все вот его старшее поколение ориентировались на компромисс, на такое вот славяно-тюркское взаимопонимание, на такое вот, я не скажу примирение, но все-таки сосуществование в рамках единой империи, то среди вот этого молодого революционного поколения начинает зарождаться и потом прогрессировать идея о том, что Россия — это не полноправный партнер, Россия — это угнетатель. И с этим угнетателем надо бороться. И тогда... Вот в этот вот период с 1908 по 1912 год группа крымских студентов во главе с Номаном Челебиджиханом и Джафером Сейдометом основывают в Стамбульском университете несколько общественных организаций. Среди них такая вот просто студенческое общество крымское, легальное для прикрытия, и небольшое такое подпольное общество «Ватан», Родина, для обсуждения вот этих вот животрепещущих внутренних вопросов. И в этот период как раз Джафер Сейдомет умудрился написать одну брошюру, которая попала потом антироссийскую, антиимпериалистическую, которая попала на стол к послу России в Турции. И он, значит, потребовал выдачи Джафера Сейдомета, и Джафер Сейдомет был вынужден бежать в Францию. А Номан Челебиджихан тогда, ему удалось, и он не попал в длинные российские руки, остался в Стамбуле и продолжал учебу и образование. И у нас есть несколько там свидетельств о том, раз уж мы возвращаемся к тому, каким он человеком был, о том, насколько он был дисциплинирован. Мы знаем, насколько он был трудолюбив, насколько даже можно, если позволено воспользоваться таким словом, аскетичен в быту. Он был аскетом? И привержен вот этому вот сплаву между европейскими традициями. А можно ли он был аскетом или нет? Потому что вот его описывают как достаточно человека, который следит за модой. Вот все описывают, в каком костюме он ходил дорогом, описывают ткань, там, карман для наружных часов. Он всегда хорошо выглядел. И нет ли тут некоторого противоречия? Вот как раз я потому и обратил внимание на то, что если это слово можно использовать. Потому что, конечно, с точки зрения там, скажем, 60-х годов 20 века, его можно было бы назвать стилягой. Вот он был таким человеком очень стильным.
Но при этом, если я говорю о том, что он был все-таки аскетичен, то это означает, что он не тратил деньги на развлечения. То есть, с одной стороны, у него всегда были деньги и на костюм, и на то, чтобы этот костюм содержать в порядке, но с другой стороны, никто не может сказать, что он там кутил и прожигал состояние в ночных клубах или пусть даже там в кафе сидел дольше положенного. Все время, которое у него свободно оставалось, он занимался самообразованием. В этом смысле, в том, что он умел обходиться совсем немногим, я и называю его аскетом. И потом, когда он в 1912 году перебирается обратно в Российскую империю и уже учится российскому праву, потому что мы понимаем, что Крым является частью Российской империи. В Крыму не действуют османские законы. Для того, чтобы заниматься защитой прав своего народа, ему нужно знать именно российское законодательство. Он отправляется в Санкт-Петербург, в психоневрологический институт Бехтерева. Он тогда не назывался Бехтерева, но его основал этот человек. И там на юридическом факультете изучает российское право. И этот короткий период до начала Первой мировой войны, конечно, относится к самым тяжелым в его жизни. Ему ничего не хватает, ему не хватает денег, ему не хватает времени для того, чтобы себя прокормить. Он вынужден в буквальном смысле там мастить мостовые брусчатки. Казалось бы, где юрист, где поэт и будущий муфти, а где кладка камня на проезжую часть. И тем не менее, он сумел в этих непростых условиях выжить, поэтому, да, привычка к тому, чтобы обходиться малым, у него была. И только потом, когда он вернулся в Крым после начала Первой мировой войны, его ситуация улучшилась. Как его можно, как политика, охарактеризовать? Он романтик в политике, прагматик, демократ, либерал? Опять же, начнем с того, что большинство слов, которые мы употребляем сегодня, имели в начале 20 века совсем не то значение. Но именно сегодняшними словами будет проще понять, да, каким он был. Он был левым, таким левым национальным романтиком. Вот если попробовать из всех вопросов собрать воедино, то получается так. В чем вопрос? Почему он был левым? Потому что социализм в начале 20 века это было самое новое, самое прогрессивное и самое привлекательное движение из всех возможных. Потому что социалисты разных родов говорили, давайте мы дадим свободу человеку, чтобы он мог там трудиться и зарабатывать и не быть в нищете. И с другой стороны, социалисты, опять же, я говорю о социалистах начала 20 века, а не тех, которые потом построили Советский Союз, те социалисты были совершенно не против национального возрождения. И у Номана Челебиджихана был пример – Владатурки в Турции. Вот поэтому мы можем говорить о нем как о человеке левых взглядов. И потом, в 1917 году, это очень хорошо проявится в тех реформах, которые он начнет вводить. Безусловно, он был национально ориентирован, тут даже, я думаю, и пояснять-то незачем. И, конечно, он был романтиком, а не прагматиком, может быть, потому что он был поэтом. А может, наоборот, он был поэтом, потому что он был романтиком. Тут трудно определить, что первично, но факт остается фактом. Для Номана Челебиджихана несколько решений, которые он принял на протяжении последнего десятилетия своей жизни, нельзя объяснить никакими прагматическими соображениями. Можно объяснить только порывом, можно объяснить идеей. И в конечном итоге то, что он погиб в матросской руке в тюрьме, это потому, что он не захотел бросить Крым, не захотел оставить свой народ и скрыться, хотя он точно понимал, что пощады ему не будет. Джафер Сейдамет, он был прагматик. Это их пара такая уникальная совершенно была. Джафер Сейдамет был прагматик, и он скрылся от ареста. Но в некоторых источники описывают, что Номан Челебиджихан тоже уже выезжал из Симферополя, захваченного большевиками в 18 году, для того, чтобы покинуть Крым, но попал на матросский патруль. Этот факт подтверждается, что он все-таки хотел уехать? Тут, скажем так, вопрос о том, выезжал ли он из Крыма для того, чтобы спрятаться от матросов, или наоборот,
ехал ли он в Симферополе на встречу с большевистским руководством, это еще, конечно, вопрос, который требует дополнительного изучения. Проблема в том, что у нас практически ведь не осталось никаких свидетельств с крымско-татарской стороны. Мы вынуждены верить на слово этим самым большевикам. Поэтому я не был бы однозначно привержен к той идее, что он пытался скрыться. Даже если это происходило и так, в любом случае он слишком много времени потерял, пытаясь договориться с большевиками. И то, что он с ними не сумел договориться, в конечном итоге и привело его к гибели. Джафер Сейдамет всегда был за борьбу с большевиками и в конечном итоге сумел прожить до 60-го года. Ну вот это больше говорит в пользу его романтичности, да, потому что с большевиками невозможно было договориться. Это была достаточно жесткая и кровавая машина, которая уничтожала и равняла все по своей гребенке. Ну вот, тем не менее, он считал, что это возможно. Еще меня один момент интересует. Все-таки образование, которое он получал, обучаясь в медресе, это же религиозное, да, образование. Его не зря выбрали муфтием. При этом он придерживался, как бы мы сейчас сказали, таких феминистских взглядов, да, когда роль женщины, крымско-татарской женщины в крымском обществе была на одном уровне с мужчиной. И даже вот при созыве первого Курултая были квоты для делегатов и женщин. Где тут какое влияние на него больше оказывало? Именно религиозное его образование или, может быть, светское, в котором он получал? Вопрос, на который пока нет ответа. Трудно сказать, в какой момент, если мы говорим непосредственно о женском вопросе, трудно сказать, в какой момент он пришел вот к тем взглядам, которые потом стал отстаивать. Может быть, повлияло на него и то, что соратницей его учителя и патриарха всего национального движения Исмаила Гаспринского была дочь Исмаила Шефика. Может быть, поэтому у молодого поколения уже был пример того, как женщины вполне адекватно могут на одном уровне с мужчинами заниматься национальным строительством. А может быть, это как раз потому, что мы себе слишком абстрактно и неправильно представляем роль крымско-татарской женщины до революции. Потому что, глядя в телеэкраны, глядя на то, что нам показывают сегодня, например, там, из Саудовской Аравии или из Ирана, мы составляем какой-то такой общий портрет женщины в мусульманской стране, а на самом деле в Крыму уже было совершенно не так. В Крыму был один из самых мягких, самых демократичных форм ислама во всем этом мире исламском, и поэтому нельзя сказать, что до Номана Челебиджихана женщины все жили как в тюрьме. Может быть, поэтому ему было проще подходить к этому вопросу. Ну и потом, если он уже пришел к пониманию равноправия всех людей и всех национальностей, мы знаем об этом точно из его выступлений, то, конечно, в какой-то момент он должен был прийти к мысли о том, что мужчины и женщины тоже равны между собой. И поэтому в 17 году и образование начали мужчины с женщинами получать вместе, и закрывать лицо для женщин стало необязательным, и стали возникать специальные женские комитеты, которые проводили политику крымско-татарского национального правительства на местах. В конечном итоге, да, с сегодняшней точки зрения его можно назвать профеминистом, а уж с точки зрения столетней давности он был революционером. Я думаю, что если бы он был более известен в западном мире, то памятники ему стояли бы и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и во Франции. Давай поговорим как раз о проекте «Крымская Швейцария», как иногда еще называют Крымскую Народную Республику, которая была создана и которую возглавил Номан Челебиджихан, вот о ее расцвете и трагическом конце. С чего все началось? Почему именно Номан Челебиджихан возглавил правительство? Ну, начнем, конечно, с того, что, к сожалению, создание Крымской Швейцарии так и осталось идеей, и она так и не была реализована
потому что большевики категорически не соглашались ни на какие компромиссы, ни на какие общие органы власти. У большевиков была вот в январе 18 года четкая установка на захват власти и на пролетарскую революцию. Поэтому идея Крымской Швейцарии, которую вынашивал Номан Челебиджихан последний год как минимум, она так и осталась на бумаге. И, кстати говоря, ее не просто так называют Крымской Швейцарией, потому что этот термин употреблялся уже в 17 году. И идея состояла в том, чтобы в Крыму все национальности жили в мире, у каждого были свои органы такого национального самоуправления, и все вместе по какой-то схеме они бы решали судьбу всего полуострова. Так, чтобы ни одна национальность не господствовала над другой. А я напомню, что начало 20 века – это период существования крупных империй, вненациональных, если можно так сказать. Россия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, и в которых всего этого не было. И житель Крыма, когда оглядывался, он видел вот именно эти империи вокруг себя. А Швейцария представляла собой категорический противовес, антитезу ко всем этим империям. Маленькая страна, в которой множество самоуправляющихся кантонов, в которой 4 языка, тогда они еще не были все в равной степени государственными, но уже имели такую поддержку, имели общее хождение. И, конечно, для Крыма имперская идея, для крымских татар главным образом, была неприемлема. Крымские татары прекрасно видели, что Российская империя делает с их народом. И поэтому они были за республику и за равноправие, ни в коем случае не за угнетение. Швейцария — это был прекрасный пример, который уже реализовался. Поэтому Крымская Швейцария. И множество таких выражений о том, что Крым — это такой букет, в котором есть место всем цветам, оно ведь тоже в 17 году в полемической литературе очень часто употреблялось. Почему Номан Челебиджихан возглавил это движение? Хороший вопрос, почему вообще молодежь в крымско-татарском национальном движении оказалась на руководящих постах. Может быть, это была какая-то такая гениальная прозорливость крымско-татарских делегатов, которые решили, что старшее поколение примиренцев, поколение, которое вместе с Гаспринским пыталось прийти к взаимопониманию с Россией, оно уже не способно в революционных новых обстоятельствах сделать что-то большее. И поэтому 25 марта 1500 крымско-татарских делегатов взяли и проголосовали за то, чтобы во главе движения стояли молодые люди, 30-летние Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет. И, конечно, после этого куда уже было деваться Челебиджихану, как проводить эти радикальные реформы, на которые все рассчитывали, вручая ему власть. В конечном итоге, и с точки зрения седобородых муфтиев, его должность была совершенно неприемлема. Мы сейчас говорим о том, что, дескать, первый муфтий, избранный демократически, у него была очень серьезная позиция по этому поводу. И до самого сентября 2017 года против него старые муфтии и имамы активно интриговали. И пытались его свергнуть, и организовывали параллельные структуры. Но в конечном итоге большинство крымских татар оказались на стороне Челебиджихана. И когда уже в декабре дело дошло до того, что надо создавать эти политические органы самоуправления, потому что будет с Россией, непонятно. Российской империи нет, Российской республики нет. В Петрограде большевики, в Киеве Центральная Рада. Будущее Крыма совершенно не определено. Но все надеются, что будет учредительное собрание. Все надеются, что потому что 12-14 ноября прошли выборы, и все надеются, что в конце декабря, в начале января соберется учредительное собрание и решит, какой будет Россия. И к этому моменту надо быть готовым. И для того, чтобы быть готовым, крымские татары проводят свои собственные национальные учредительные собрания, известное сегодня как Первый Курултай. И Джафер Сейдамет оставляет нам довольно обширное воспоминание о том, как эта идея пришла им в голову, как они ее реализовывали. И почему он был на самом деле прорывной с точки зрения демократии, квоты для женщин и широкое представительство, и даже для тех крымских татар, которые были не в Крыму. Для тех крымских татар, которые воевали в этот момент на фронте, были свои собственные места предусмотрены.
Вот они все проводят в декабре этот первый Курултай, на котором провозглашают создание в будущем. Это еще не было вот прямо здесь и сегодня Крымской Швейцарии. Это было только основные законы для крымских татар. А в будущем они надеялись, что удастся создать какую-то вот такую вот общую структуру, где крымские татары будут иметь равное право голоса с остальными. Но этого не случилось. Вот Номан Челебиджи-хан в январе 2018 года предлагал создать такой вот тройственный орган власти. С одной стороны, где был бы Курултай и директория, с другой стороны, Совет народных представителей, который управлял Таврической губернией после Октябрьского переворота, а с третьей стороны большевики. Но большевики этот план отвергли, и мы знаем, что вооруженной силой подавили сопротивление, и национальные органы распустили, самого Номана Челебиджи-хана арестовали. Поэтому Крымская Швейцария, к сожалению, так и осталась вот прекрасной идеей. И может быть очень плохо, что в 92-94 году к этой идее украинский и крымский истеблишмент не пришел, а занимался переизобретением вот крымской АССР большевистского толка. Может быть, если бы Крымскую Швейцарию после 1991 года удалось бы реализовать по правилам, по принципам Номана Челебиджи-хана, может быть, в 2014 ничего бы не случилось. Ну, об уроках и последствиях, которые могли бы быть, мы, конечно, сейчас еще поговорим, но все-таки хочется выяснить, что называется, роль личности. Вот почему именно Номан Челебиджи-хан? Почему его избрали муфтием даже без его участия на этой встрече, когда проходили выборы? Почему именно на него пал выбор, когда назначали главу правительства Крымской Народной Республики? Вот в чем была его харизма? Ну, наверное, вот это слово и дает ответ. Он был наверняка самым харизматичным. У нас, к сожалению, нет видеозаписей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, но из того, что мы знаем, он был действительно ультрахаризматичным человеком. Он умел убедить всех и во всем. Вот если уж мы говорим о воспоминаниях Джафера Сейдамета, то вот 1914 год, умирает патриарх Исмаил Гаспринский, и на его похоронах Номан Челебиджи-хан произносит речь. И эту речь он произносит до такой степени проникновенную, что вот там люди, которые собрались вокруг, не могут сдержать слез, а он призывает не только к почитанию памяти и продолжению дела, но и к конкретным делам. Давайте вот там создадим специальное еще одно там благотворительное общество, чтобы у нас было. И в этот момент даже один из купцов, находившихся в тот момент на похоронах, так расчувствовался, что и свой дом отдал под это вот под будущее благотворительное общество. То есть мы точно знаем, что он обладал каким-то таким фантастическим даром убеждения. И это с одной стороны. С другой стороны, опять же, он был поэт. А поэт... Пусть это, конечно, так звучит странно, да, в России поэт больше, чем поэт. И к крымским татарам в Российской империи это относилось точно так же. Крымско-татарский поэт тоже был больше, чем поэт. Он в какой-то такой степени был почти пророк нового мира, и может быть именно поэтому. Конечно, немалую роль сыграло то, что у него было образование. Когда мы смотрим на 17-й год, мы понимаем, что у него за плечами Стамбульский университет, и у него за плечами психоневрологический институт в Санкт-Петербурге. Это не просто на голову, это на 2 головы выше, чем у большинства крымских татар, которые не получали вот такого фундаментального образования. То есть медресе практически у каждого. А вот так, чтобы... не медресе, мектебе. Начальная школа практически у каждого, медресе у немногих избранных, а так, чтобы европейские университеты, практически ни у кого. То же самое касается и Джафера Сейдамета. Стамбульский университет и легендарная французская Сорбонна. Вот с одной стороны молодость, с другой стороны вот харизма и известность как поэта, и с третьей стороны формальное прекрасное образование, которым мало кто мог похвалиться, и приводит к тому, что вот делегаты решают, что нужна новая кровь, нужны свежие люди и идеи.
Ну, посмотрим, что там. Моя работа над мемуарами Джафера Сейдамета еще не закончена, поэтому, может быть, потом как-нибудь еще мы детальнее поговорим о том, как они отреагировали, будучи на фронте, узнав о том, что они теперь главные по крымско-татарскому движению. Если говорить о единстве общества на тот момент, находило ли это революционное движение, скажем так, интеллигенции, да, крымско-татарской в массах, вот у крестьян, которые жили на земле, у рабочих? Все зависит от того, насколько мы хорошо понимаем, что такое единство и народная поддержка. Потому что никогда не бывает такого движения, кроме, может быть, Северной Кореи, которое бы поддерживали все 100%. Вот даже в России 86%, а 14% все-таки нет. Да, поэтому среди крымских татар в начале 20 века точно так же была неопределенность, ну, я не знаю, можно ли это называть расколом, но дискуссии во взглядах точно были на то, каким нужно строить это будущее общество. Где-то примерно 80 против 20. 80% крымско-татарского общества исповедовало вот эти вот идеи такого вот народного социализма, назовем это так. То есть, с одной стороны, чтобы было и освобождение крымско-татарского народа как целостной нации, с другой стороны, чтобы не было никакого угнетения по социальному признаку, то есть бедным раздать земли и лишить возможности духовенства, ну, не то чтобы угнетать, но уж, по крайней мере, жить за счет трудовых доходов других людей. А где-то 20% было и такие консерваторы, которые говорили, нет, надо все оставить как есть, и надо, чтобы вот оно, может быть, даже укрепить то, что было раньше. Вот лидером этих 80% и был Номан Челебиджихан, поэтому он молод, он ведет всех в будущее, а у тех 20% были свои лидеры, например, опять же, бывший глава Бахчисарая Сулейман Мирза Крымтай. Он довольно известен вот в начале 20 века был и тем, что чуть не оказался вызванным на дуэли, и не вызвал на дуэли Исмаила Гаспринского, ну а потом вот оказался и с его учеником в контрах. Но из этих 80% тоже надо понимать, что не все как один, вот, как следовали, как слепо, как бараны за проводником. Там тоже была дискуссия о том, в какой степени должно быть это движение национальным, а в какой степени оно должно быть интернациональным, социальным. И в конечном итоге среди тех, кто в начале 17 года был в одном строю с Номаном Челебиджиханом, были несколько человек, которые потом стали коммунистами. Буквально в течение одного года, вот с 17 до начала 18 года, Исмаил Фирдевс, и Вели Ибраимов, и Али Баданинский перешли вот они оставили вот это вот национальное крыло и перешли больше к такому левому крылу. Но это стоило им жизни, насколько я знаю, да? Не всем и не сразу. Строго говоря, Али Баданинский положил свою жизнь в борьбе с белыми. Что касается Вели Ибраимова, то он сделал карьеру, схожую с карьерой, конечно, Номана Челебиджихана. Он возглавил в конечном итоге вот эту вот Крымскую АССР, коммунистический Крым, татарский, о котором, может быть, он и мечтал в 17 году, но в 28 году он был арестован и расстрелян. Потому что советская власть, она вот такая вот, какая была. Но, тут можно провести параллели вот с сегодняшним днем, да? Вот, конечно, почему бы их не провести? Вот что может ждать тех, кто пытается сейчас в оккупированном Крыму говорить о каком-то восстановлении прав крымско-татарского народа, пытаться там как-то отстаивать права, выпрашивать их фактически у оккупантов, и что их ждет, ну, может быть. Ну, тут, как мы понимаем, как говорили эсеры в начале 20 века, в борьбе обретешь ты право свое. Когда какие-то права за отдельным человеком или за целым народом получены по милости кого-то сверху, а не потому, что существуют там сдержки и противовесы, не потому, что есть борьба и все такое, то надо понимать, что сегодня хозяин добрый и права есть, а завтра хозяин злой и права заберут. И вот в начале 20 века мы видим, как
крымские татары, которые пошли на службу к коммунистам, я не скажу, что их было много, но они были, их было довольно прилично. И они сумели в первое десятилетие сделать карьеру и подняться на самый верх. А потом Советский Союз, потому что после 1927 года Сталин уже фактически оставался единственным руководителем, все остальные были оттеснены, и Сталин решил, что старые эти игры в национализацию, в коренизацию ему больше не интересны. Ему нужно выстраивать более жесткую вертикаль. И жесткая вертикаль начала выстраиваться в две волны. В конце 20-х годов от власти были отстранены и кое-где расстреляны национальные руководители, а в конце 30-х годов старая коммунистическая элита из числа большевиков, уже ленинцев верных, пошла под нож. И в этом смысле каждый день тому, кто надеется на милости хозяина, надо понимать, что завтра хозяин раздумает, и все, и вместо кости будет палка. Пример Вели Ибраимова – это просто пример, который можно на памятнике высечь и каждому показывать. Почему не получилась Крымская Швейцария? Притом, при всей романтичности, Номан Челебиджихан, мы уже выяснили, был достаточно харизматичным и трезво мыслящим, насколько я могу судить политикам, потому что он один из немногих понимал, что именно для Крыма нужна своя армия. Он призывал крымских татар, служивших в России, вернуться домой, защищать свои дома. Почему не получилось? Что не удалось сделать? Спас ли бы эту республику союз со свободной Украиной, которая тогда боролась с большевиками? Не спас бы. Конечно, как можете вы мне сейчас сказать, что сослагательное наклонение... Я как раз говорю, что это вполне нормально. Нормально. Тогда давайте попробуем это представить. Я вам скажу так. Чисто теоретически, если играть в компьютерную стратегию за крымских татар в начале 18 года, если знать все ходы и выходы, то можно попробовать пропетлять. Можно попробовать, потому что задача ведь не стоит победить большевиков во всей России. Задача стоит продержаться до апреля, пока не придет помощь союзников, тогда германцев и австрийцев. До апреля какого года? 18-го. Угу. То есть с января по апрель буквально там 4 месяца, в принципе, шансы есть. Небольшие, но есть. Для этого нужно, во-первых, сконцентрировать в одних руках не только там крымско-татарские эскадроны, но и офицерские дружины, а еще перекинуть с румынского фронта мусульманский корпус Сулеймана Сулькевича и провести там более жесткие такие государственные реформы в самом Крыму. И тогда да, можно и не совершать всяких военных глупостей, можно попробовать от большевиков отбиться на 4 месяца. Но это ведь мы сегодня такие умные. Мы ведь сегодня знаем, что нужно было сделать, как нужно было сделать. А в 17-18 году какая помощь от Украины, если Украина не в состоянии удержать своей собственной столицы Киева? Если для защиты Киева под Крутами 700 человек удалось лишь собрать. Хотя, казалось бы, там есть 1,5 миллиона украинцев на фронте с винтовками. Почему бы они не выходят на защиту своей страны? А на самом деле большинство украинцев, как только приближались войска с востока, матросы питерские рабочие Москвы, они объявляли о своем нейтралитете. И все, в общем-то, мы не против вас, идите дальше. И так большая часть Украины оказалась под контролем большевиков. С Крымом то же самое. В Крыму были слишком хорошо мотивированные матросы и слишком мало координированы их противники, которые тянули воз в свою сторону. А большинство российских офицеров, которые в тот момент находились в Крыму, которые в тот момент пребывали на излечении или просто отдыхали от Первой мировой войны, они решили, что борьба между матросами и крымскими татарами – это не то, что им нужно, это не их война, и они вполне могут пересидеть. А потом оказалось, что офицеры чуть ли не первые пошли под нож на первом этапе красного террора в 18 году. То есть, да,
теоретически шансы были, но слишком много допущений. Почему не получилось? Потому что слишком плохая была координация между всеми представителями. И если уж даже Наман Челебиджихан с Джафером Сейдаметом разругались в январе 2018 года, то что говорить там о крымско-татарском национальном движении в целом и о крымско-русских или крымско-украинских отношениях? Слишком большое было напряжение, слишком неравны силы. И слишком мало вот тех, кто действительно хотел, чтобы был мир и чтобы была Крымская Швейцария. Большинство, как ни прискорбно, все-таки хотело, чтобы были реализованы какие-нибудь другие проекты. Вот поэтому и не получилось. И заканчивая наш разговор, потому что уже время подходит к концу, традиционный вопрос, наверное, какие выводы можно, какие уроки из этой истории мы можем сделать сегодня для того, чтобы не повторять тех ошибок, которые были в 2018 году при создании государственности крымско-татарской, скажем. О первом я уже говорил, о том, что когда права не добыты в борьбе, а получены сверху от хозяина, всегда надо иметь в виду, что сегодня хозяин добрый, а завтра злой, и права отберет еще и накажет. Это первый и самый неоспоримый из всех выводов. Второй, о котором мы говорили только что, там, где нет единства, там самые агрессивные будут править бал. Потому что вот как-то у нас так получается в современной Украине, на Западе, вот, в Америке, в Британии в еще большей степени такое вот какое-то отношение к агрессору и к агрессии странное складывается. Дескать, если не обращать внимания на агрессора, если не сопротивляться, если ему потакать, то, может быть, удастся как-то его замирить, успокоить, и, может быть, он там и не пойдет дальше. Вот приблизительно так и в начале 2018 года были люди, думавшие, что с большевиками можно договориться, с большевиками можно вступить в какой-нибудь союз. А в Украине сегодня говорят, давайте, может быть, там есть смысл договориться посередине, главное просто перестать стрелять, чем мы лучше там, чем они, если будем проявлять агрессию и защищаться активно. Вот в 2018 году это привело к тому, что агрессивные и не связанные никакими такими особенными моральными императивами большевики не просто захватили власть, они устроили физический террор и перебили своих противников. Сегодня, если Украина и западные страны будут точно так же относиться попустительски к проблеме агрессии внешней, то я боюсь, что во многом закончится ничуть не лучше наша ситуация. Вот эти два урока, это довольно много для того, чтобы их можно было просто проигнорировать. Но, к сожалению, далеко не сразу и не всегда они должным образом оцениваются. Мало их сформулировать, нужно еще их закрепить на практике. Вот с этим у нас, конечно, проблема. И главное не забывать, наверное, что нынешняя российская система, да и в принципе российская система, она ментально те же большевики, с которыми нельзя договариваться. Это просто опасно. Она и юридически в сущности та же и осталась. Кто сейчас во главе России, если не большевики последнего там призыва в 70-х годов из спецслужб? Благодарю вас, Сергей, за то, что были с нами в эфире. Кандидат исторических наук Сергей Громенко. Говорили мы о Намане Челебиджихане, о Крымской Народной Республике. На этом наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами, и прошу подписываться на наш YouTube-канал, чтобы знать и видеть больше. Вы можете поддержать также нас на Patreon, для того, чтобы мы смогли как можно дольше и лучше работать для вас. Этот эфир подошел к концу. Сейчас Заман. Не пропустите.